Салем достар, Бул Каштанов, Менен Каштанов реакшн канала Мокош, Келдинис Дер. И сегодня у нас будет реакция на фильм «Шал», то есть «Старик». Ребята, долго не будем разговаривать, фильм очень длинный, долгий, тут практически час 40. Это достаточно такое хорошее продолжительное кино. Приступаем к просмотру, но прежде чем мы приступим, уже по традиции, Улькен Рахмет за то, что подписываетесь на канал, за то, что остаетесь на канале. Кто еще не подписался, ребята, внизу кнопка, проходите, прожимайте. И, конечно же, не забывайте включать колокольчик уведомления. А мы приступаем. Кеттик. Да, ребята, как обычно, сильное такое произведение. И вот эта основная фраза, да, которая в самом начале фильма мне запомнилась. И, наверное, она такая основная фраза, да, которой можно подвести черту под всем, что здесь произошло. Не волки озверели, да, а люди. По-моему, как-то так она звучит. Боюсь, я дословно, может быть, неправильно ее произнес, но суть-то такая. Не люди, не звери, а люди. Блин, тоже концовка, да, я же такой думаю, неужели будет такое трагическое завершение всей этой истории, все-таки он умрет, да? Но, нет, и прям сразу так похорошело как-то на душе. Все-таки он выжил. И это, в принципе, да, для мальчика, для Шейтанбека была бы, конечно, травма, а тут он, он просто спас. Не знаю, там, как это так случилось, да, наверное, как-то почувствовал, что старик позвал его, он просто произнес его имя, и мальчик просто что-то почувствовал, прям вернулся. Я еще такой, тоже, да, этот момент я уже проговаривал, подумал, что основной сюжет будет завязан вот на этих трех охотников, что они там начнут что-нибудь типа беспределий, да, там, и старик будет защищать свою дочь и внука, и как-то с ними там, да, воевать. Оказывается, вообще все по-другому. То есть эти охотники тут же, да, практически, как по итогу фильма, они все умерли так или иначе. Кого волки загрызли, кто-то, двое умерли от переохлаждения. То есть, как бы, против природы, что называется, да, не попрешь, тем более старик их предупреждал, лучше вам не стоит, ребят, там у них молодой помет. Волки в это время, понятно, да, дело, наверное, особо агрессивные, потому что защищают свое потомство. Но там были такие, да, как говорится, сильный мир из всего. Люди, которые, мечети там строили, да, и могли по щелчку с Богом общаться, как он говорил. И к чему все это привело? Вот они и встретились с Богом, да, незамедлительно, можно так сказать. Да, сильный фильм, прямо захватывает. И я еще такое привел пример, аналогию, да, с «Выжившим». Известный фильм, где Леонардо Ди Каприо, как я уже говорил, встретился с медведем и тоже по ходу всего фильма выживал. Вот, здесь практически то же самое. Не скажу, что это прям типа плагиат, не плагиат, или кто-то у кого-то украл сюжет. Нет, совсем другое. Но, в принципе, истории схожи. Я думаю, тем более это, я так понимаю, по рассказу, или как называется, по произведению от Хемингуэя, вот этот фильм «Шал», возможно, тот «Выживший» тоже, скорее всего, был по какому-то произведению написан. То есть снят фильм. Поэтому тут, наверное, конечно же, нельзя никого ни в чем обвинять, но это, понятное дело, просто сюжеты прямо в этом плане очень схожи, и сразу это бросается в глаза. Особенно, понятно, да, если кто-то смотрел фильм «Выживший», сразу этот момент учтет. Справедливости ради, да, «Выжившим» весь фильм построен на то, что он выживал, а здесь вот именно какие-то эти последние кадры в конце фильма. Так, ребята, час 40, это было, как говорится, нелегко. Такие длинные фильмы тяжело, если честно, снимать, но
одно радует, как бы, что интересный фильм. То есть ты прям смотришь, тебе интересно, что будет дальше. Фильмы разные бывают, а если вот так вот попадется какой-нибудь фильм, который, ну, неинтересно, да, самому лично смотреть, но раз уж начал смотреть, надо досматривать до конца, то это просто вдвойне сложнее. В этом плане здесь все нормально, прямо смотришь, переживаешь за главных персонажей, и самое главное, не знаешь, чем фильм кончится. То есть, как бы даже не можешь себе предположить. Ну, понятно, да, что, как бы, сразу было понятно, что его, наверное, так или иначе найдут, но я подумал, что он умрет. В итоге, да, как он своих овец, баранов спасал, и в итоге они все так или иначе были загрызены волками. Я думал, что они тоже выживут, и один остался, да, Марадона только. То есть, как бы, сюжет фильма непредсказуемый, это круто. Это, ну, это просто интересно это смотреть. Так, ребята, давайте все заканчивать, наверное, на этих словах. Спасибо, что посмотрели этот сериал, этот фильм. Отдельно спасибо тем, кто смотрит этот фильм на площадке Boosty, ребята. Отдельный вам рахмет за это. Это невероятная поддержка меня. Все, ребята, пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, те, кто посмотрел этот мини-обзор на YouTube. Все, давайте, всем удачи, пока.